Строительство бассейна в Сосногорске находится на особом контроле у республиканских властей. Недавно стало известно, что ввиду отставания от планов графиков глава Коми отслеживает возведение объекта в режиме онлайн. Об этом он рассказал в программе «Открытый разговор» на телеканале «Юрган». Сергей Анатольевич также отметил, что контроль со стороны муниципальной власти должен быть каждодневным. Максимально решить вопрос с ускорением и наверстыванием графика, но это не должно ни в коем случае отразиться на качестве работ. Поэтому все, что необходимо сделать, мы этот график с вами уже посмотрели, определили, увидели, так сказать, те проблемные точки, мы их расшили. Уже Министерству строительства в том числе дано поручение вам оказывать максимальную поддержку. Но еще раз говорю, вопросы, которые вы должны вести на месте, они должны быть в каждодневном режиме. Напомним, строительство спортивного комплекса началось в конце прошлого года и должно было завершиться в декабре этого. Однако на сегодняшний день освоено только 40% средств. Вчера Сергей Гапликов лично побывал на стройплощадке. Во-первых, я хочу сказать, что я обещание выполнил сосногорцам, данное мною. Бассейн будет. Вопрос только в том, кто как относится к своей работе. Сейчас мы эту историю поправим, обязательно поправим. Конечно, здесь есть масса нюансов, которые не учитываются в рамках совмещенных работ. Это можно делать, а для этого нужно просто добавить людей, специалистов, которые здесь требуются. Гапликов тут же предложил вариант, откуда можно обеспечить объект дополнительной рабочей силой. Если к 1 декабря здесь на этом объекте будет такое же состояние, мне будут рассказывать, что что-то нет сметной документации, служба заказчика всем своим составом сюда выйдет, поняла, будет понятно, да? Вместе с начальником, со сметчиками. Когда поработают, тогда и в мозги, наверное, начнут что-то работать. Нам же лишние люди не помешают. Вопросы к заказчику, которым является региональная структура, обоснованы. По утверждению подрядчика, смета не совсем соответствует проекту строящегося бассейна. Заказчик отработал плохо. Будет отдельный разбор, в том числе и с Министерством строительства, за такую, извините за выражение, работу. Ну и, конечно, Минспорт, который, извините за выражение, должен был отвечать за то, чтобы все соответствующие технические условия были согласованы в необходимом объеме для выполнения этой работы. Но и к подрядной организации, которая взялась за работу, нареканий у руководителя региона большое количество. Взял слово, держи его. Если ты, по сути дела, понимаешь, что ты имеешь дело с дальними удаленными поставщиками, ты же должен сделать все необходимое для того, чтобы у тебя здесь соответствующий строительный материал был на объекте. Заранее закажи, обеспечь. Понимаете? Даже пусть здесь складской будет запас чуть больше, чем тебе требуется. Это не пропадет никуда. В любом случае найдутся там какие-то вещи, которые нужно будет сделать. Это всегда в стройке так. Все равно в любом случае, выходя на объект, все принципиально учесть невозможно. Все равно возникают какие-то нюансы. Но эти нюансы грамотный заказчик и очень грамотный подрядчик, который уже сделал не один объект, построил, они всегда это должны учитывать. Если он первый раз объект видит, в чем я сомневаюсь, безусловно, понимаете, это просто работа и отношение к делу. Значит, мы будем иметь в виду, определенным образом его в черный список занесем. И дальше, условно говоря, этот человек или эта организация уже таких объектов в республике строить не будет. Да и вообще не будет строить. А будут строить те, кто взял слово и выполняет. Главой дано распоряжение решить вопрос с ускорением графиков. Еще раз при этом напомнив, что сжатые сроки ни в коем случае не должны отразиться на качестве возводимого объекта. Поэтому объект появится, ускорение придадим, так что пусть никто не волнуется. Сосногорская швейная фабрика разменяла 4-й десяток. Торжественные мероприятия по традиции начались на самом производстве. В честь 30-летия в швейном цехе собрались республиканские гости и сами виновники торжества. Сосногорская швейная фабрика началась с производства, со швейного цеха. И праздник сегодня мы должны начать со швейного цеха. Именно с того швейного цеха, который 30 лет назад открыл отчет долголетия нашего предприятия. Я вас всех поздравляю с этим событием и надеюсь, что оно будет нести дальнейшее развитие нашего предприятия. Фабрика зародилась в непростые перестроечные годы и сумела пережить не один экономический кризис. За это время она смогла не только сохранить производство, но и увеличить его объемы.
Стабильность и эффективность работы предприятия – это прежде всего заслуга сплоченного коллектива и грамотного руководителя. Для меня большая честь всех вас здесь приветствовать. И, конечно же, отметить, насколько вы действительно труженицы, насколько вы люди, которые умеете своими руками создавать не просто вещи, не просто изделия, а вкладывать в них душу. И, конечно, когда я тоже имею честь носить отдельные вещи, сшитые вашими руками, у меня есть ряд таких специализированных костюмов, которые я использую в дальних поездках, в определенных своих мероприятиях. Я вам могу сказать, вот когда я одеваю костюм, сшитый на Сосногорской швейной фабрике, во-первых, я ощущаю себя просто как дома. Во-вторых, это добавляет мне, помимо того, что я так человек уверенный, но еще больше уверенности. И в-третьих, я могу гордиться. Празднование продолжилось в городском доме культуры «Горизонт». Торжественные речи, вручение республиканских и муниципальных наград, а также слова благодарности работникам предприятия. Швеи, раскройщицы, дизайнеры, модельеры – это те люди, руками которых ежегодно производится более 150 тысяч изделий спецодежды для разных отраслей нашей страны. Сосногорская швейная фабрика – это бренд Республики Коми. Уважаемые работники фабрики, уважаемые ветераны фабрики, я не понаслышке знаю, что такое труд швеи, поэтому с полным правом могу сегодня низко поклониться вам и поблагодарить вас за ваши высокие показатели в работе, за ваши достижения, за ваш творческий, неординарный подход к делу. И, конечно же, все это стало залогом успешного и эффективного развития вашего предприятия. Трудовые успехи – залог многолетней и плодотворной работы. Поэтому в рамках празднования не обошлось и без традиционного показа ассортимента продукции, которую выпускает фабрика. Отрадно, что флагман легкой промышленности региона находится не просто в Сосногорском районе, а в географическом центре Коми. Это действительно уникальное предприятие и для республики, и, конечно же, для района. Но я сегодня хотел бы немножко сказать о другом. Все, что сегодня создано фабрикой, это создано трудом ее сотрудников, персонала и, конечно же, умом и талантом ее первого и бессменного руководителя Дмитрия. Я от всей души еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю процветания фабрики, здоровья вам и достатка в ваших домах, любви ваших близких, ее много не бывает. 30 лет – очередная отправная точка. Посмотреть, что уже сделано и что только предстоит сделать. Настало время для нового шага в развитии легкой промышленности целой страны.